В Камрате состоялось освящение строительства часовни Пресвятой Богородицы, которая будет построена в честь воинов-афганцев, погибших в военных действиях и умерших уже в мирное время. Молебень освящения отслужил епископ Камрадско-Когульской епархии Анатолий, который отметил, что солдаты выполняли свой приказ и шли на войну. Многие из них не вернулись. А эта часовня послужит тому, чтобы люди, проходя мимо, вспомнили солдат и помолились за них. Мы крестимся о здравии, значит, мы просим благословения Божие на себя. А когда будем проходить мимо этой часовни, которая построена будет в память тех, которые погибли в этой страшной войне в Афганистане, мы будем молиться о том, чтобы Господь ниспослал свое благословение над теми, в честь которых сооружается эта часовня. Инициатором увековечивания памяти погибших в афганской войне выступил капеллан Камрадско-Когульской епархии протоиерей Вячеслав Варфоломей. Он посчитал необходимым иметь в городе подобный объект для молитвы, уникальный по своей архитектуре, и получил поддержку со стороны воинов-афганцев. Некоторое время назад я подошел с инициативой к воинам, ветеранам войны в Афганистане о том, чтобы увековечить память тем погибшим или умершим уже после войны здесь, в гражданской жизни, тем товарищам, которые были там на той войне. И для того, чтобы память сохранялась не просто словами или не только молитвой в храме, но и решили подойти, попросить, воздвигнуть, возвышать, строить часовню. Часовня-памятник будет по своей архитектуре уникальна, потому что будет открыта с 3 сторон. Всегда открыта. Не будет дверей, не будут замков. Часовня всегда открыта, чтобы каждый пришел, подошел, приложился, преклонился. Часовня-памятник строится на финансовые средства самих афганцев и спонсорской помощи предпринимателей. Участник афганских событий, предприниматель Иван Мардарь, сообщил, что этому благородному делу готовы многие оказать помощь. Я думаю, что против никто не может быть. А за, чтобы построить такую часовню, это, наверное, во-первых, благородное дело. И это будущее наше. Потому что история, когда-то об этом кто-то будет вспоминать, кто-то будет говорить. Но память наших ребят, которые погибли именно там, и умерших наших здесь ребят, нужно чем-то отметить. Здесь, на этом месте, место святое. Почему? Потому что здесь когда-то была церковь. Многие наши горожане помнят. И мы надеемся, что часовня найдет отклик, добрый отклик в сердцах наших горожан и гостей нашей столицы. Место выбрано очень хорошее. Я уверена в том, что все камрадчане, и не только камрадчане, отметят это. Почему? Потому что все-таки здесь у нас и памятник освободителям, здесь у нас и пограничники заложили свой камень, здесь и чернобыльцы хотят. То есть это будет очень хорошая аллея славы на будущее. Люди будут приходить, будут приходить, будут вспоминать. И более того, мы и горожан начнем воспитывать. Здесь будет больше порядка, надеюсь, на это, потому что места будут такие, в которых люди будут приходить и поклоняться. В процессе освящения в конструкцию здания часовни была замурована капсула памяти с вложенным в нее письмом-обращением к грядущим поколениям.